Министерство просвещения Российской Федерации, Академия образования. Интернат для одаренных детей. Она включает в себя два корпуса. Это учебный корпус, где сейчас мы находимся, 168 детей. И основная миссия нашей гимназии, конечно, это воспитание нового поколения татарской интеллигенции. Учащихся хотя составляет наш Танышский район, но помимо этого у нас с 2011 года, если посмотреть контингент учащихся, качественный состав учителей, предметников Школа-интернат. у нас двое считается. Но помимо этого у нас есть в районе, они приезжают. У них по IT-направлению. По IT, да? Да, IT-направлению. Да, по физике. И по 2017 году по химии у нас была 100 больниц. То есть республиканских за 3 года. призеров и И победителей региональные науки. То есть постоянно вот. знание русского, татарского и английского языка. Еще. По вот этой программе этим занимается Ремешевич Каган. С утра до вечера на фиксе. Для него, если надо, соединим, может быть, методические материалы, курсы, все Каганов, да. Он активно продвигает финансовую грамотность в школе. Вот для нас вот считаем самое главное вот знание английского языка. Они должны между собой на английском общаться и вот IT-направление все равно вот. Да, у вас тоже есть, у нас наши выпускники. Другим направлением. Но это отличники у вас? Нет, не отличники, это победители рейтинга, где критериями являются не только учебная деятельность, но и воспитательная, и участие родителей в жизни гимназии. То есть целый год они набирают баллы, и вот в 3 номинациях, 5, 7, 8, 9, 10, 11 классы, победители по 5 человек. Система? Да, Да, у нас да. своя А что в система. нее входит? Много. Давай несколько блоков идет. Олимпиадные движения, все Так. конкурсы, как и академические, и воспитательного блока, в том числе родители активно с Ну, это родителями. внутренний рейтинг школы, Да, получается, внутренний для учеников рейтинг, да. А 11. отрицательные какие у вас? И есть еще отрицательные, допустим, невыполнение домашних заданий или нарушение устава, вот это все есть. Грубое Да. обращение, или вот исходя из этого. Содержание школы. Качество образования. Ну опять Руслан Нургалевич дал деньги, Да? которые мы знаем. Понятно. В Актанышский район пусть едут, тоже смотрят. Не сказал, езжай. А вот это кто-то оказался. А здесь он побывал. Анатолия, да? В рамках Анатолия? Этот. Отправишь-то кроссовки. Да, была я видела. Это при мне. Ну, у нас помещение. Жалко, конечно, не знаю. А проект у вас уже есть? Типовой проект и на пользователей. Все показывайте, рассказывайте об уникальном опыте воспитания. Ученики сами, они, когда я был министром, еще Ищите сами сделали все. Это покупать в Актаныши. Вот молодые фотографии просто. А есть какие-нибудь песни в ее репертуаре, которые обязательно для изучения? Есть, вот они. Есть? Да, пожалуйста. Коровки. Я прекрасно. Сегодня у нас в гостях Сулима Лариса Олеговна, Асия Витальевна Тимирясова. Юрий Шимон, ректор Академии просвещения. Может, не академия, даже нет, как стопушек. В национальном проекте по стратегии. Давай. Субъекта Российской Федерации. До этого официальным ведомственным проектом офиса Министерства просвещения Российской Федерации был фонд «Новых форм развития образования», о котором вы все слышали, знаете, 2 года субъектами работали в статусе фонда. Со 2 ноября министр принял решение, и ведомственный проектный офис перешел в Академию Минпросвещения России. Это название очень, как он правильно, ну, то есть сокращенное название Академии просвещения называется Академия реализации государственной политики образования и развития педагогических кадров. Академия просвещения России. Поэтому со 2 ноября все те, кто занимался данным проектом, перешли в Академию, поэтому мы сегодня уже не фонд нового форм образования, а Академия просвещения. При этом ничего в нашей деятельности не поменялось, также весь национальный проект образования.
Вместе с тем, почему я хотела остановиться на национальном проекте, потому что это самая близкая для меня тема. Я не буду рассказывать о всей стратегии развития образования до 2030 года, которая сегодня принята Министерством просвещения Российской Федерации. Остановлюсь на некоторых федеральных проектах в рамках нацпроекта образования для того, чтобы, поскольку вы представляете учителей, которые всегда на передовой издают тренд образования у себя в районе, в республике. Не случайно сегодня Владимир Ильич с таким пиететом показывал у нас вместе с директором достижения. Конечно, я все снимала, показывала, обязательно в Москве покажу, что вся жизнь вообще начинается, конечно же, с муниципального образования, с муниципальной школы. И те стратегические задачи, которые стояли в нацпроекте до 2024 года, они пролонгированы, вы знаете, до 2030 года в соответствии с указом президента Российской Федерации. Безусловно, пандемия внесла свои коррективы, поэтому национальный проект образования был скорректирован и, соответственно, сейчас пролонгирован до 2030 года. По крайней мере, федеральными средствами все субсидии разыграны между субъектами до 2023 года включительно. То есть мы понимаем, куда мы движемся и на какие средства. То есть в чем суть национального проекта образования? Беспрецедентное вложение федеральных средств в развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей, создание абсолютно новых, конечно же, профессиональных образовательных организаций и в развитии кадрового потенциала педагогических работников. Вот в этой связи, конечно же, думаю, что здесь я пролистаю сейчас некоторые слайды и покажу, чтобы если вы хотите, не буду останавливаться, все прекрасно